Республика выбирает самую созидательную семью. Победители получат сертификат на автомобиль. Сейчас проходит очередной этап конкурса «Бери пример». Комиссия определила 10 финалистов. Всех мы покажем на нашем телеканале в эфире новостей. Проголосовать за понравившихся конкурсантов можно будет с помощью СМС 10 и 11 ноября. Сегодня мы расскажем про семью Зиганшиных, помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, благотворительность. Это все про них. Подробности далее. Меня зовут Лиза Зиганшин. Не совсем стандартное интервью, впрочем, нестандартный. Мальчик и сам Реза Зиганшин. Родители рассказывают, он родился здоровым и развивался, как обычные дети. Диагноз аутизм врачи озвучили, когда сыну исполнился год. Но любить папа и мама от этого его меньше не стали. Наоборот, Резе достается больше всех внимания в семье. Среди них бывают гениальные люди, и мы надеемся, что у моего сына, у Резы, то же самое будет. У них способности к математике, к музыке, вот насколько я знаю, среди наших знакомых есть. Вот, наверное, так. Наперекор всем обстоятельствам родители решили, у сына будет полноценная жизнь. Ребенка поставили на лыжи. В прошлом году он выиграл соревнования на Кубок Симака. Успехи Резы вдохновили, и Зиганшины начали помогать и другим детям с особенностями развития. Вот уже несколько лет их воспитанники занимают первые места на республиканских и всероссийских соревнованиях. Больше чего сложно, то что они не хотят слушаться, и надо их заинтересовать. То, что устроить это как будто как игра, чтобы им было интересно, потому что бывает приходят дети такие, которые им сначала поначалу интересно, а потом у них не получается, и они все, и отказываются приходить заниматься. Надо нам еще на грудь монетки добавить, ободок сделать на голову, накосник обязательно зеленого цвета, чтобы сзади у тебя здесь было красиво прикрыто все. И сделают чемпионом, и оденут в самый красивый костюм. Мама швея и владелица мастерской. Вот уже несколько лет она шьет национальную одежду для творческих коллективов, детских домов, для инвалидов. Просто так, за искреннее спасибо. У нас бывает очень много ткани остается от заказов. То есть ткани уже, это моя финансовая затрата. То есть это, грубо говоря, я останусь без какой-то определенной прибыли. А девочкам-швеям, естественно, зарплату мы платим. Никто здесь бесплатно не работает. А также аппликаторы, вышивки. То есть получается, что эту нагрузку финансовую несу я. Вот и все. По вечерам дружная семья собирается за одним столом. В готовке принимает участие даже папа. В этот раз все вместе они пекут печенье. Пряничное, то, что любит Реза. Тем более за ним узоры и украшения. Особенный ребенок сделал когда-то особенными и семью Зиганшиных. Все происходит весело. Да. Объединяет это все? Конечно, объединяет. Да. Лилия Курбанова, Азат Ишбулатов, Новости Уфа.